Это знаменитый Моссовет. Именно здесь расположен целый квартал обменных пунктов. Его еще называют центром обменного бизнеса, где определяется курс валюты. Больше всего денег крутится именно в этом районе. Сюда постоянно приезжают крупные клиенты, потому что уверены, что здесь всегда есть в наличии деньги. На Моссовете и дешевле покупать, и любой объем денег можно поменять. Это то место, где сходятся покупатели и продавцы валюты. Моссовет выполняет роль посредника. В то время, как вы помните, были проблемы с российским рублем, когда курс российского рубля падал до 80 рублей за $1. Были проблемы у наших соседей в Казахстане. На фоне всего этого, когда один из банков неправильный, казначей из одного из банков поставил неправильный курс, что население может подумать? Значит, эти товарищи чуть больше нас знают, значит, они что-то знают, поэтому все это началось тоже у нас. Изменение курса должно определяться рыночными методами, например, давлением на курс валюты в обменных пунктах. Одной из задач Нацбанка является сглаживание валютных колебаний. Финансовый регулятор страны может только сглаживать резкие колебания курса интервенциями на рынке, но не вмешиваться. Конечно, могут быть там какие-то краткосрочные колебания. Это рынок, это то, что мы выбрали как основу для нашей экономики. Кыргызский сом остается стабильным по сравнению с валютой других соседних стран. Все это благодаря тому, что Кыргызстан выбрал плавающий режим курса нацвалюты еще почти с самого начала, что позволяет республике более гибче подходить к разного рода денежным шокам. Как вы знаете, совсем практически недавно в Казахстане перешли от фиксированного режима к плавающему режиму. После перехода в течение буквально нескольких дней курс тенге по отношению к доллару США, скажем, упал со 180, грубо говоря, до 350-360. Национальный банк вовремя отреагировал, применил все имеющиеся в наличии инструменты денежной кредитной политики, в том числе и валютные интервенции. И мы не допустили такого же резкого обесценения. С момента введения национальной валюты сом изменился примерно в 16 раз. Звучит, конечно, как большая цифра, но в то же время мы должны понимать, что основное, так скажем, изменение курса произошло в первые годы введения национальной валюты. Пришлось на годы перехода с административной на рыночную экономику. И в сравнении, например, с той же Российской Федерацией, за тот же период курс рубля изменился более чем в 50 раз. Все мы помним, как в 2015 году и в начале 2016 года национальная валюта стран Центральной Азии достаточно резко ощутимо изменила курсы по отношению к американскому доллару. Больше всего девальвировал казахстанский тенге, после него узбекистанский сум. Нацвалюта этих двух стран подешевела до конца 2015 года в 2 раза. Россия – гигантский рынок труда для мигрантов. В 2015 году западные санкции, российские контрсанкции и падение цен на сырье загнали экономику России в кризис, а курсы местной валюты обрушаются вслед за рублем. Тогда это сказалось на доходах граждан Кыргызстана, работающих в России. Объем денежных переводов трудовых мигрантов сократился. Если раньше рубль стоил около 1,5 сомов, сейчас чуть больше 1 сома. На формирование курса играют ожидания участников рынка, ожидания населения, уровень сбережений в иностранной валюте. Играют факторы, наверное, последние, это не секрет, наверное, то, что Кыргызстан зависим от денежных переводов. В этом смысле, когда мы говорим в особенности о наличном курсе, о наличном рынке, то динамика последних нескольких лет, когда мы наблюдали снижение денежных переводов, она тоже нашло отражение на спросе предложения на наличную валюту. И тот фактор, что, допустим, со второй половины прошлого года мы видим рост денежных переводов, рост практически около 20%.
То есть это все сыграло на стабилизацию. Сравнительно с национальными валютами соседних стран кыргызский сом держится более стабильно. Их валютный шок влияет на экономику Кыргызстана и на обменный курс валюты, соответственно. По внешнеторговому обороту у нас среди всех стран мира на первом месте стоит Россия. Казахстан также является одним из основных торговых партнеров, поэтому экономическая ситуация в этих странах, изменение курсов их валюты будет не прямо, но косвенно влиять и на нашу валюту через экспортно-импортные отношения. Для того, чтобы приспосабливаться к тем изменениям, которые там происходят, мы должны реагировать. Это происходит в том числе через валютный курс. Это не означает, что у нас механическая связь, то, что происходит в России, автоматически должно происходить у нас. В зависимости от характера этих изменений в России, с чем это связано, мы и должны реагировать, и рынок наш реагирует. И, наверное, для этого показателем является то, что многие события последних лет, в особенности в 2015 году, динамика российского рубля и тенге определялась, с одной стороны, ценами на основные товарно-сырьевые позиции, которыми данные страны оперируют. С другой стороны, наверное, и политический фактор, связанный с введением санкций, с давлением на Российскую Федерацию, это все оказывало давление, поэтому мы понимаем, что Кыргызстан в этом случае должен сохранять свою позицию. То есть изменение цен на нефть, оно не должно иметь на нас прямое влияние. Факт, что движение капитала в случае с некоторыми странами ограничено, тоже не должно иметь на нас прямое влияние. Конечно, косвенно имеет влияние, но не прямое. Поэтому, соответственно, в 2015 году, если динамику кыргызского сома по отношению к тенге и рублю смотреть, у нас разная динамика. И на сегодняшний день я могу сказать о том, что та цель, которую преследовал Национальный банк, мне кажется, она оказалась правильной. Сейчас показывает история, так скажем. Тогдашний курс Национального банка был обоснован, чтобы удерживать под контролем инфляцию. В целом, Национальный банк хорошо справляется с задачей надзора за банковским сектором, считают эксперты. С момента введения до сегодняшнего дня национальная валюта Кыргызстана сохраняет свою устойчивость. Сом в период с 2010 по 2016 год оказался одной из самых стабильных и надежных валют среди стран СНГ.